Чөлмекчілік қадими бір эснафтыр. Асырлар дивамында сақланып қалған зинаат күнімізге өзінің анелеріні алып келді. Шу популяр эснафның чешіті бір sıra белі ұсталарны мейданға кетірді. Олар білдіргені кеби сымарыш япылған чанақ чөлмеклер севімлі иш кеби белгілене. Сербест шекілде ижат етілген мақсулар исе бұл санаттыр. Искусство – это нахождение себя. То есть человек в искусстве постоянно находит себя, находит что-то новое, ищет себя постоянно. То есть такое вот нахождение себя искусством. Определенных каких-то рамок, наверное, нету. Для меня это вот нахождение себя, потому что у меня как бы профессия совсем другая была, а когда увидел, что такое гончарный круг, глина, попробовал, то есть это стало моим. Бүгін әл іші чөлмекчілік санаты пек мод ве мераклы деп сайылмақта. Ол өзінде уникаллық ве шахсилікні ачықлай. Ануағаныңыз кеби мирасның невбеті кияйыны чөлмекчілік мевзусына бағышлана ве чөлмекчі елінде чамур насыл жануанғаныны көстеречек. Чөлмекчілікнің ішлеп чықаруп анесі Қырымда бір қаш yüzyыллықны қаплап алмақта. Мисал olarak Алтын Орду devrінде, яғни 13-14 асырларда ерлі чөлмекчілік мақсулаты салхат ве кефеде кен тарқалған. 19-20 асырларының башында оның насыпы утилитар олған, яғни қожалықта ішлетілген. Құрыжылықта ер асты суының темінленмесі дамлардаки керамет оларақ куланған. Ашхане эшялары кеби бардақлар, чанақлар, фылжанлар ве дигер савутлар, түтін ичмесі үшін чубуклар ве бала сызғыравуклары япылған. У нас в Крыму было очень много артелей, которые занимались определенным видом. Были, например, косякеры, кузагары, то есть косе – это вот коса, да, то, что делали косушки более открытой формы. Были кузагары, они в основном делали кувшины, то есть такие закрытые высокие формы. И одна артель была, раньше не было стрелкового оружия, то есть стреляли с лука, и они специально делали кувшины для стрельбы из лука, чтобы мишени, да, грубо говоря. Это вот специальная артель, которая подряд шлепала эти кувшины просто для стрельбы из лука, чтобы люди учились. 1930 сенелері Бақчысарайда илері денілген кооператив артель пейда болды. Анда чөлмекчілікке огреткенлер. Чөлмекчілер ұстаханесіндегі мақсуларының колоритінде эсасен ешшіл, сары ве қаверенклі түслер ішлеткенлер. Яғни Алтын Орду деврінің ренклеріні алғанлар. Они первые начали работать, то есть формы, традиционные крымско-татарские формы, и плюс орнамент, он уже шел с глазурью. То есть у нас глазурью очень редко использовали. Глазурь в основном была поливная, то есть забивался черепок, просто обычная глазурь, заливали, то есть никакого орнамента не было. Вот они одни из первых, кто начал с орнаментом работать. В последующем, оно с депортацией, это все исчезло, то есть очень много мастеров исчезло. Халқымыз ватанына қайтқан сон, чөлмекчілік санаты кенеде жанланып башлады. Ажайып анелеріміз сақланып қалды. Истидатлы ұсталарымыз есе өз уникаль эсерлерінен қувандыра. Это хуман. Он стилизованный хуман, как бы говоря, потому что хуманы, они были чуть-чуть другой формы, но я его как бы стилизовал под себя, то есть я так его увидел. Обязательно присутствует носик, то есть узкое горлышко, ручка, чтобы удобно было наливать. Он использовался в основном для омовения. То есть этого хумана, в принципе, должно было хватить на полное омовение. Почему он пузатый? Он долго хранил тепло.
То есть, если на улице холодно, наливали теплую воду. Если на улице жарко, холодную, чтобы человеку было приятно делать омовение. И плюс уже начал наносить орнамент. Орнамент крымских татар в основном растительный идет. И с обозначением, да, то есть есть как бы ветка эгридал называется. Эгридал – изогнутая ветвь. Это женский знак. Ну и еще как бы знак воды. То есть вода – это жизнь, это движение. И плюс в первую очередь мелкие детали, это идут как бы пожелания, да, берекета человеку, достатка, да, в переводе с крымско-татарского, достатка физического, духовного, то есть такого. Плюс есть какие-то иголочки такие мелкие, это как бы оберег, защита от сглаза. В первую очередь у нас всегда шло защита от сглаза. Почему? Потому что в гостиной, да, когда человек приходил, у нас орнамент был на вышивках, то есть первый взгляд, вот это даже нехороший, да, не скроешь, есть у людей такой нехороший взгляд, он в первую очередь брал на себя этот взгляд. Usta bildirgenine göre en meraklı ve unutulmagan eserler bu elbette ilk işlerdir. Bugün yapılgan eserleri ise öz unikalliginden farklana. Çamurның çalışması kolay değil ama türlü suratlarının sebebi olmakta. Acayip eserini meydanға getirmek için birkaç basamak işini yapmak gerek. En mühim proseslerden biri en ilk soyu. Çamurның temizlemesidir. Добавляешь воду, и она буквально такая прозрачная-прозрачная, потому что очень много примесей в глине. Самый первый враг – это известь. Известь, она просто разрушает черепок. Черепок – это сама керамика уже, когда обожженная, это черепок называется. После обжига, когда в него наливаешь воду, известь, она просто начинает гаситься и разрывает черепок. Поэтому степень очистки глины очень важна. Потом купил станок, который пропускает эту глину, высасывает оттуда воздух. То есть воздух тоже, пузыри, они разрываются. И потом, когда уже почувствовал, что глиной можно работать, сажусь за гончарный круг, начинаю работать. И там уже зависит то, что ты задумал. То есть берешь маленький кусочек глины, берешь большой кусочек. Там, для пиалки маленький кусочек глины, для кувшина какой-то большой кусочек глины. И уже, в принципе, нет разницы между массой глины. То есть нет разницы. Можно и 100 грамм крутить, можно и 10 килограмм крутить. Я как бы прошел этот этап, который чувствую, что уже нет у меня разницы между маленьким и большим куском глины. Поставил на гончарный круг. В первую очередь это называется центровка. Центровать кусок глины, чтобы он был идеально ровный. Почему? Потому что края потом будут разные по толщине, изделие будет бить, оно будет неровное, оно будет кривое. Но вот этот вот центрование, это самый первый этап, и ему очень долго учишься. То есть я учился около 3 месяцев. Просто вот сделать кусок глины, выровнять его, потому что там своя техника есть. Поймать этот кусок глины. А когда не знаешь, когда вот первый раз сел, у тебя там эта глина по всему кругу бегает, ты ее пытаешься поймать, тяжело. А когда уже знаешь ее, когда уже научился, там уже в принципе. И уже заранее берешь массу, которая тебе нужна для определенного изделия. Например, для кувшина где-то сантиметров 25, где-то килограмма 2-2,5. Это все уже определяется на глаз, уже как бы столько работаешь. И в итоге вытягиваешь, то есть отцентровал изделие, потом делаешь как бы вне отверстия. И вот самое снизу вверх, это вот все это надо тянуть наверх. То есть если это кувшин, то оно тянется наверх. Если это какой-то табак, там блюдо большое, оно тянется вбок, там своя техника. В основном делается ровный цилиндр, а потом этот цилиндр уже формуешь как
какой ты кувшин задумал, уже идет формовка. Если задумал ручку или носик, например, ты ее оставляешь, на сырую нельзя сразу лепить ручку или носик, потому что изделие сырое, оно очень такое податливое, оно легко может сломаться. Доводишь, называется кожетвердое состояние изделия, когда вот именно этот момент надо прилепить ручку. То есть взял, прилепил ручку, то есть отдельно у тебя уже носик готов, прилепил носик, оно у тебя сохнет. Ну, здесь уже техники разные. Есть, например, просто наносишь рисунок рукой. Просто глиной, густой глиной, по нему наносишь рукой. Это как бы такое небольшой орнамент. Орнамента как бы не несет, просто ты изделие более делаешь красиво. Если ты готовишь под орнамент, то изделие должно быть идеально ровным, без ямок, то есть оно затирается, потом замывается, то есть берется обычная губка, берется вода, смываешь соли, которые есть в глине, потому что они дают белесый цвет, они потом некрасиво получается. И потом в последующем он полностью высыхает, ты начинаешь изделие натирать, называется лощение. То есть верхний слой глины затирается до такого состояния блеска. И первое, это дает, оно пористость вот это убирает кувшина, чтобы он не протекал в последующем. И верхний слой глины затирается до блеска, чтобы было видно, что красиво, то есть оно светится потом. Это для орнамента. Цветовая гамма разная, да, это своя техника, это называется последующий прожиг в масле. То есть ты натираешь его маслом, обычным маслом, то есть подсолнечным, да, можно сказать. Ставишь в печку, и при определенной температуре, то есть больше-меньше, она дает цвет, который тебе надо. То есть от красноватого до темного. То есть оно может быть вообще черного. Это уже, это по задумке. Хочешь, чтобы орнамент выявился, он оставляется красноватым, то есть чтобы черный орнамент был. Если орнамент в принципе не нужен, чтобы не было видно, а был виден сам кувшин, то делаешь его черным. Ну и в процессе вот маслом горят, запах там температура высокая, в принципе ни вкуса, ни запаха масла нет, остается только цвет. Аятны яраштырмак адамның максадыдыр. Адам агач, маden, таш ve çamurны bile canlandırmağa öğrendi. İş canlıdır. Çünkü her bir ayrıca kaldırgan şeklinde, resiminde ve her bir çizgisinde müellif özünün gönlünü kaldıra.